Ну а теперь о тех, ради кого сегодня мужчины ставили будильники, чтобы в выходной день проснуться раньше и успеть порадовать цветами, подарками и вниманием. В торговых центрах лишь раз в году отмечается такой факт, что на 1 квадратный метр мужчин приходится гораздо больше, нежели женщин. И тут главное не прогадать с подарком. Наш день, 8 марта, наступило. Сама дата уже трансформировалась в праздник весны, любви и красоты, когда милых дам поздравляют с тем, что они украшают мир собой. Но изначально этот день был символом борьбы женщин за свои права и свободы. Право на образование, публичную деятельность, на работу и на равнооплачиваемый труд. И уже нет профессий, которые женщинам не подвластны, в чем и убедилась моя коллега Анастасия Ильчебаева. Сама, кстати, девушка не из робкого десятка. Встретив Илину на улице, и не скажешь, что эта милая девушка с легкостью кидает через плечо спецназовцев, а ведь еще 4 года назад она поднимала не 80-килограммовых мужчин, а документы в банке. Но военная форма оказалась ближе офисного дресс-кода. Спортом Илина занималась со школы, а вот именно единоборствами никогда. От первой тренировки до победы на чемпионате по Приволжскому округу прошло всего 2 недели, а уже через пару месяцев сдала на кандидата в мастера спорта. В Росгвардию Илину привел супруг. Александр предложил пойти служить по контракту, а она не отказалась, хотя, признается, переживал. Неловко, как у нее будет проходить самоустановление с гражданской жизни на военную, потому что это совсем другая структура, другая организация, то есть, как, можно сказать, совсем другое измерение. Но говорят же, устойчивое выражение есть, что армия не для всех, и получается, и лица, и мужского пола не все могут служить в армии. Но, тем не менее, становление прошло нормально, месяц, два, 3. На гражданке мне не хватало вот этой активной жизни и этих нагрузок, а здесь я вот это все получаю. На гражданке ни один мужчина не сможет сделать то, что делаем мы. Я не соглашаюсь с данным выражением, что девушка не место в армии. О том, что надела военную форму, Илина ни разу не пожалела. 4 года службы закалили характер, говорит девушка. Да и супруг замечает, стала боевой. Илина проявляет не женский интерес, ее все интересует мужское. Она недавно мне сказала, почему нас не учат кидать гранаты женщины, именно военнослужащих. Начнется война, мы же должны уметь кидать гранаты. Когда поднимается забрала свораченной маски, ожидаешь увидеть под ней брутального мужчину. Айсулу Садыкова ломает стереотипы. Вот уже 3 года она работает наравне с представителями сильного пола. Девушки часто дают изделия, где требуется ювелирная, тонкая работа. Это у нее получается особенно хорошо. В детстве девочки мечтают стать врачами, моделями и даже принцессами. А Айсулу мечтала стать сварщиком. В деревне, когда я была маленькая, у соседей был сварочный аппарат, а у нас нет. Я всегда просилась к ним в гости, лишь бы посмотреть. Мне так интересно было и не хотела от них уходить. Говорила папе, что останусь жить здесь, а он смеялся. Айсулу трудится на оборонном предприятии. Послаблений на работе ей не делают. В соседнем цеху работает ее супруг. Говорит, профессия для девушки странная, но мечта есть мечта. Она немного потеряна и поначалу неуютно будет чувствовать себя в коридоре конгресс-холла, не привыкла к повышенному вниманию ни телекамер, ни властимущих. Немного успокоится, уже оказавшись в кресле концертного зала, но так и не поймет, почему именно ей досталось место в первом ряду. Куда привычнее фельдшер Разида Абдеева чувствует себя, сидя в машине скорой помощи. Откуда она, не успев застегнуть куртку, выскочила, увидев массовое ДТП на Дёбском КП. Медик, первый, пробиваясь через сугробы, бросилась на помощь пострадавшим. Не успокоилась, пока не обошла каждый автомобиль. Начал тормозить. Разворачиваю, никому не надо будет. Нет. Все нормально, да? К счастью, в тот день обошлось без жертв. Уже после выхода сюжета на нашем телеканале глава республики поставил Разиду Абдееву в пример, отметив, именно таким должен быть настоящий врач. Разиде Абдеевой присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения». Но ничего особенного она не сделала, считает женщина. И уж тем более героем себя не считает. Кстати, за рулем скорой в тот день был и ее супруг. Это обычный день, это обычная ситуация, которая бывает у всех скорой помощи. И поэтому здесь ничего героического, вообще ничего не было. Просто так совпало, наверное, что высветилось. А так это обычно наша работа. На которую она вновь отправляется. Со званием заслуженного работника здравоохранения для нее ничего не изменилось. Она все так же спешит кому-то на помощь. Как ее коллеги, не обращая внимания за окном, метель или дождь, праздник или будни. Служба зовет. Абдеева на вызов.
Анастасия Чебаева, Роберт Давлетбердин, Артур Ханов. Итоги недели.